Глава 10. Величие Бадринатха. Сегодня Бадринатх точно такой же, каким он был вчера. Это место, где человек встречается с Богом. Это то самое место, которое было прославлено мудрецами Нарадой и Шанкарачарьей. Нет никакой разницы между Бадринатхом Будды и Махавиры и сегодняшним городом. Я нисколько не изменился. Меняются только люди, потому что они ничего о себе не знают. И если бы люди знали о своей истинной сущности, то разве бы они блуждали в потьмах? Сколько же может идти человек неизвестно куда? Ведь он все равно не достигает собственной цели. Когда он получает очередной удар судьбы от государства, общества или семьи, он тотчас прибегает ко мне. Что мне остается делать? Я даю человеку то, что он ищет. Я всегда на своем месте. Это люди приходят и уходят. Я сам ничего не даю. Люди сами берут и дают. Их поступки всецело зависят от мыслей и чувств, которые выражаются в словах. Их карма определяет будущее рождение. Жизнь – это движение между рождением и смертью. Грехи и праведные поступки, совершенные в прошлом, взвешиваются на весах радости и горя. Я же просто Бадринатх. И я не являюсь воплощением ни греха, ни добродетели. Все это делает сам человек, а меня он приспособил для собственных нужд. Человек поклоняется мне для удовлетворения своих эгоистических чувств. Ведь если разобраться, то что может дать мне человек? Он дает мне то, что сам использует в повседневной жизни, но мне это ни к чему. Ведь я должен просто пребывать в чувствах и мыслях людей. Каждый человек может повлиять на меня своими мысленными вибрациями и что-то взять у меня. Почему же человек хочет меня купить? Неужели он думает, что материальный мир вне моей компетенции? Он сам сначала назначает мне цену, а потом хочет что-то получить от меня. Что посеешь, то и пожнешь. И тут Бадринатх огласился гулом колокола, призывавшего всех к арти. Мое внимание отвлеклось, и все вернулось на свои места. Бадринатх перестал испускать мысленные вибрации. Весь храм кружился перед моими глазами. И тут вдруг одна гирлянда упала с изваяния Бадринатха. Служитель поднял эту гирлянду из туласи и протянул ее мне. Только тогда храм перестал кружиться перед моими глазами. Вирендра, Лакшми и Авадхут Баба сидели рядом со мной,
Я вручил свою гирлянду Лакшми. Потом мы вышли из храма. Снаружи нас ждал брахман Прем Лал Бабулья, который преданно служил нам с того момента, как мы приехали в Бадринатх. Оттуда мы направились в Дхармашалу Бирлы, где встретились с Параманандой Джи. Он часто приходит в Бадринатх из Гамукха через ледник Сатапантх. До этого он проживал в Кашмире на берегу реки Джхелам. Не так много людей знает Парамананду Джи в лицо. Каждый год сотни тысяч людей совершают паломничество в Бадринатх. Они тратят на религию тысячи рупий. Но сейчас паломничество стало своего рода развлекательным путешествием. Если бы это путешествие было бы таким же трудным, как в прежние времена, когда человек несколько месяцев находился на грани между жизнью и смертью. Если бы это было так, то этот святой человек, Парамананда Джи, был бы первым, кто прислуживал этим паломникам. Но современный человек сам от себя убегает. Он как бы живет в долг. Парамананда Джи – это великий йог, адвайтист современности. С ним общался Парамаханса Йогешварананда на берегу реки Джхлема. Именно Парамананда познакомил его с йогой, в то время как Йогешварананда был еще совсем молод и искал себе духовного наставника. Парамананда Джи всегда носит одну только набедренную повязку. Он уже освободился от оков кармы, а его речи всегда обращены не к какому-то конкретному человеку, общине или касте. Они несут благую весть всему миру. Он уже не хочет возвращаться в общество, не хочет создавать себе новую карму. Парамананда Джи стал частью бесценной духовной общины Гималаев. Сама природа помогла ему достичь просветления, и он уже с незапамятных времен бродит по горам и живет в Бадринатхе. Но он уже давно далек, как от гор, так и от Бадринатха. Для него нет никакой разницы, день сейчас или ночь. На его пути все стали помощниками, и боги, и животные, и деревья. Сундарнатх Джи является наследником духовных сокровищ Горакшанатха Джи. Он всегда бродит в окрестностях Бадринатха. Он обладает безграничной силой намерения. Он всегда пребывает за пределами созданного мира, у самой его основы. Он обладает бессмертным телом, а его речь поистине божественна. Он находится на таком уровне развития, где Бог и любое живое существо равноправны. Сундарнатх Джи говорит, что именно физическое тело человека является тем инструментом, с помощью которого он может достичь просветления. Бог обитает в теле человека, и именно йога – это тот путь, который позволяет человеку достичь Бога, живущего в нем.
Когда созидающая сила объединяется с разрушительной силой, тело становится невосприимчивым к внешним изменениям. Настоящий йог может закрыть все двери своего тела и открыть лишь какую-то одну дверь. Тогда он может достичь высшего состояния духа. Ведь цель человеческой жизни – встреча с Богом. Обычный человек считает истинным только проявленный мир и не признает те скрытые силы, что стоят за этим проявленным миром. Хотя он и знает, что существует рождение, существует смерть, а все остальное – игра между этими двумя пунктами. Актер, который ненадолго вышел на сцену, не осознает своей истинной сущности. Но если человек, отринув иллюзию физического существования, познает свое истинное «Я», то он возродится к новой жизни, объединившись с созидательной силой. И если есть что-то, что существует за пределами человеческой жизни, то только сам человек может это обнаружить. Это происходит, когда внешний человек объединяется с человеком внутренним. Сундарнатх-джи, объединяя свои идеи с идеями Горакшанатха-джи, говорит: йога – это такой же простой и приятный способ достижения совершенства, как и приготовление каши кичери. Готовить ее просто, но отведав ее, все остаются довольны. Именно поэтому каша Горакшанатха-джи так известна. Пока мы жили в Бадринатхе, мы имели счастливую возможность встречаться с Сундарнатхом-джи, с Авадхутом Махараджем и Параманандой-джи. После этого мы вернулись в Найниталь. Впоследствии, когда бы я не приезжал в Бадринатх, я жил вместе с Сундарнатхом-джи, и он тоже несколько раз посетил мою пещеру. Вирендра уехал. Видимо, нежные чувства, которые он испытывал к Лакшми, перестали быть такими нежными. Лакшми тоже уехала, верив свою судьбу Создателю. Ведь именно так и поступают люди. Когда они получают что-то, то считают это своим. А когда им приходится это терять, то они всецело возлагают ответственность на Бога и судьбу. И в нашем случае произошло нечто подобное. Я вновь был одинок. У меня не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Глава 11. Идеи Сарвешварананды-джи. Ганга всегда течет вперед. Она говорит так много тем, кто умеет слушать. Человек тоже идет вперед.
Горы смотрят на море, а море на безбрежный космос. Все словно чего-то ждут. Воздух жаждет движения. Движение жаждет осознанности. Сознание нуждается в помощи природы. Ганга течет из гор Гархвала через долину Вьяса, лес Нандандван, а потом через долину Тапоан. По пути она вбирает в себя другие реки и ручьи. Горы, реки, ручьи, деревья и растения в джунглях – все они сделали Гангу проводником своих идей. Сарвешварананда, склонившись к реке, всегда что-то у нее спрашивал, и река всегда что-то отвечала ему. Это происходило то в Гамукхе, то в Ганготре. В Уттаракше он встретился с Нараяном Свами, у которого совсем испортилось зрение. Он раскаивался в своих прошлых поступках. И тогда Сарвешварананда сказал, что с помощью божественной Ганги он вновь обретет дар зрения. Нараян Свами провел в Уттаракше на берегу Ганги около месяца и действительно прозрел. К тому времени Сарвешварананда был уже далеко. В месте слияния Бхилаганы и Бхагиратхи. Он сидел на берегу реки и наблюдал за божественной игрой, во всем видя проявление Бога. И тогда он повстречал достигшего отрешенности Свами Рамтиртха. В этом отшельнике он увидел йога, находящегося на необыкновенно высоком уровне духовного развития. Сарвешварананда поделился с ним своими размышлениями о йоге. Сарвешварананду можно встретить неподалеку от Гархвала. Ему нравится путешествовать. Обычно он не заходит в города, а идет по берегам рек и каналов. Больше всего времени он проводит в пещере, которая находится недалеко от слияния рек Бхиланганы и Бхагиратхи, если идти по берегу Бхиланганы. Теперь его можно встретить также в Гамукхе, Таповане, Тунганатхе, Рупкунде и долине Пиндаре. Однако сейчас он старается не попадаться людям на глаза. И даже если кто-то увидел его, то узнать в нем великого йога нелегко. Раньше он почти не носил одежды, а сейчас и вовсе от нее отказался. Он может в мгновение ока переместиться в любой уголок Гималаев. На берегу реки Бхиланганы у Свами Рамтиртха есть старый дом. И именно в этом доме находится вход в пещеру. Сарвешварананда часто тайно обитает в этой пещере, и многие его ученики делают то же самое
получая наставления от Сарвешваранандаджи. Сарвешваранандаджи научился у священной Ганги такой премудрости – идти вперед, не обращая внимания на препятствия и не давать погаснуть негасимому свету. Именно так можно построить новый мир, ведь мантра Гаятри предназначена для всех, и она несет в себе семена противостояния, потому что любая революционная формула такова. Сегодня эта мантра преодолела все препятствия, все кастовые барьеры и ограничения и стала доступна для всех. Ведь божественный порядок не предусматривает никаких различий по цвету кожи, касте, национальности и социальному положению. А Сарвешварананда всегда пытается вдохновить людей жить во имя блага всех живых существ. И Ачарья Шрирам Шарма прилагает все усилия к тому, чтобы эти заветы воплотились в жизнь. Эти заветы направлены на искоренение рабства и на защиту гуманизма. В современной Индии мы видим множество религиозных и общественных организаций, которые все свои силы направляют на возвеличивание собственного лидера. Такие организации не могут продержаться долго. И истории Гитлера, Сталина или Муссолини тому пример. Поэтому те великие махатмы, что обитают в Гималаях, не пытаются придать своим идеям законченную форму. Они всегда призывают человека к освобождению, и поэтому их речь льется свободным потоком. Они часто выражают свои идеи через людей, которые пребывают в миру. Однако случается, что человек или политический деятель, который является выразителем идей той или иной просветленной души, ограничивается тем, что воздвигает в честь своего идейного вдохновителя памятник, называет его именем организацию, а потом полностью посвящает свои силы усилению собственного культа. И это относится ко всем сферам жизни, и к политикам, и к религиозным деятелям. Все нуждаются в поклонении, всем нужна власть над страной. Именно поэтому наше общество настолько коррумпировано. Мы должны задуматься о том, что во имя прогресса и развития теряем свою свободу. И я хочу призвать всех людей мыслить свободно и не зависеть ни от кого в своих поступках. Не слушайте призывов, которые призывают задуматься о благе одного конкретного человека или конкретной общины. Слушайте тех, кто заботится о благе всего человечества. А тех людей, что призывают к сепаратизму, к поклонению идолам
в человеческом обличье необходимо отстранить от власти как можно скорее. Ведь если вы согласитесь с их властью сегодня, то завтра они поработят вас. Именно эти идеи выражает Сарвешварананда-джи, сидящий на берегу реки Бхиланганы и созерцающий ее стремительный поток. Он говорит: даже человека, который прекрасно видит, можно назвать слепым. Разве люди не видят, что политические лидеры и гуру от религии не скрывают своих намерений сделать их своими рабами? А если они и видят, что их собираются поработить, то почему поступают по-прежнему? Долго ли может существовать общество, основанное на подобных принципах? Почему люди не учатся у рек, которые, вбирая в себя грязь всего мира, тем не менее остаются чистыми и свободными? У всех рек есть одна цель. Все они стремятся к морю, по пути сливаясь друг с другом. Никто из них не боится потерять свою индивидуальность, исчезнуть, но при этом они продолжают свое существование, даже после того, как растворятся в других водах. Гималаи дали им вечное вдохновение течь вперед. И вся природа, и солнце, и луна, и земля, и море помогают им в этой благородной цели. Почему же человек не может взять с них пример? Он не видит своей истинной природы и гонится за миром, а мир раз за разом его обманывает. Именно это и происходит с различными религиозными организациями, которые уже давно стали подобны живым трупам. Они сделали духовность материальной, заковали сознание в кандалы. Все порывы духа увязают в нескончаемых потоках никому не нужных слов. Организация чего-либо – это уже привязка. Подобно тому, как сознание зависит от телесной организации, так и человек, учредив какое-либо общество, становится от него зависимым. Ему приходится подчиняться законам этого общества, направлять свои усилия на его развитие. И вот уже приближенные начинают обожествлять учредителя этого общества. О какой духовности здесь может идти речь? Всякого рода организации являются показателем слабости человека, который создает их, чтобы его идеи подкреплялись все новыми и новыми словами. И если сегодня мы хотим занять достойное место в современном мире, то сначала должны вернуться к истокам и осознать свою истинную сущность, и уже потом смотреть на другие страны.
Ведь духовность – это не способ организации общества, это сама жизнь, которая связана с Богом, которая включает в себя все мироздание. Поэтому религия не должна быть привилегией какой-то определенной группы. Она должна учить человека жизни. Человек должен прийти к такому виду духовности, который не был бы исключительным правом какой-то одной страны, касты, общины или нации. Этот вид духовности должен быть благотворным для всего человечества, должен преодолевать все границы. Именно такая религия может стать источником вдохновения для людей, животных, птиц и всех живых существ. Но ситуация в современном мире прямо противоположная. Люди меняют законы по собственному усмотрению, пытаются навязать остальным собственное мнение. Сегодняшняя Индия, вместо того, чтобы служить другим народам маяком духовности, превратилась в источник проблем. В Индии необходимо изменить всю существующую систему, и особенно систему образования. Наша страна, всегда считавшаяся родиной духовности, превратилась в арену борьбы противоборствующих сил. На словах мы пытаемся покончить с кастовой дискриминацией, но есть ли хоть одна сфера жизни, на которую не влияли бы кастовые и национальные различия? Даже система управления у нас полностью заимствована. В ней нет ничего индийского. Давайте вспомним, что наша цивилизация зарождалась в слиянии различных культур. Однако сегодня не осталось ничего подлинного. Люди выражают идеи, заимствованные у других, или слепо подражают тому, что происходит в других странах. Никто и не задумывается о внутреннем мире. Нам нет дела до собственной литературы, до своего родного языка. Необходимо изменить всю эту систему, построенную на кастовых и общинных различиях. Какое будущее ожидает страну, где не заботятся о национальной культуре и языке, где с каждым днем увеличивается разрыв между богатыми и бедными? Мы не можем развивать только какую-то одну часть общества в ущерб другой. Образованная элита не дает остальным людям развиваться, а народные массы, в свою очередь, не готовы поддерживать благие начинания, потому что они об этом даже не задумываются. И вот результат. Сегодня вся наша страна сгорает в огне межнациональной, межконфессиональной, межкастовой и социальной вражды. Мы стоим на пороге ужасной катастрофы. Как нам сегодня необходимы преобразования? Почему бы не дать людям религию,
которая учила бы смотреть на мир непредвзято, учила бы человека жить ради других людей. Но все наши общества и организации направлены вовсе не на развитие гуманизма, а на усиление позиции какой-то определенной группы людей или общины. И непонятно, к чему сегодня стремятся отцы нации. Кажется, что они изо всех сил хотят уничтожить нашу страну. И неизвестно, в каком еще более ужасающем состоянии находилась бы наша страна сегодня, если бы с ней не было благословения просветленных йогов и мудрецов. И я обращаюсь ко всем политическим деятелям, ко всем ученым и к интеллектуальной элите. Никогда не забывайте, что Индия – это страна духовности. Это та страна, где гордо взымают свои пики Гималайские горы. Поэтому все, что мы делаем, мы должны делать на благо всей нации, а не руководствуясь интересами какой-то одной отдельно взятой общины – индусов, мусульман или христиан. Нужно думать не о касте и национальности, а о том, что все мы люди, все мы дети Индии. И именно тот день, когда мы почувствуем себя детьми своей великой Родины, станет переломным моментом в истории и приведет к расцвету нашей страны. Ведь страна, у которой отсутствует национальное самосознание, неуклонно движется к упадку. А национальное самосознание формируется под влиянием национальной культуры и литературы. Граждане той или иной страны счастливы, если они осознают свои базовые, неотъемлемые права. А счастливые люди не будут совершать преступления, потому что в Бога такие люди верят больше, чем в гегемонию страха. Если же в обществе отсутствует порок, то оно неизбежно развивается. В современной Индии нет никакой объединяющей людей религиозной идеи, поэтому и нет стабильности. И если мы не уважаем собственную культуру, то где уж тут мечтать о развитии национальных языков? Но если не развивать национальные языки, то как возможно независимое развитие? Как возможен адекватный обмен идеями? А без правильных идей мы не сможем преодолеть общинные противоречия. И если они будут оставаться, то будет процветать взаимная вражда. В современной Индии каждый человек знает, насколько глубок этот кризис. Каждый из нас приходит в этот мир ненадолго, собственной миссией. Но если человек осознает свою истинную природу, то все его действия будут направлены на благо всего человечества. Как было бы замечательно, если бы мы стремились не к разделению, как сегодня,
а к объединению. Сегодня же каждая организация, каждая партия, каждая община стремится урвать для себя кусочек власти. И каждая такая группа стремится подчинить свою страну собственным законам. Вот почему у нас так процветает лесть, чинопочитание и коррупция. Один лишь Бог знает, что может произойти в будущем со страной, у которой нет никакой надежной основы. Меня нельзя назвать ни оптимистом, ни пессимистом. Я просто наблюдаю за развитием нашей национальной культуры, как она от единого начала разветвилась на множество разнообразных культур. Все мечтали завоевать Индию, но ни у кого это по-настоящему не получилось. Все завоеватели сами растворились в ней, растворились в ее культуре. Кто пришел ее уничтожить, сам был уничтожен. Но сегодня Индия сама себя губит. Но мы не позволим этому произойти, потому что знакомы с собственным славным прошлым. Пусть люди забыли о национальной литературе, о былом величии Родины, но мы об этом помним. Поэтому мои идеи предназначены всем. Я прекрасно знаю о том, что думают индусы, мусульмане, сикхи, христиане в современной Индии, об их планах переделать страну. Но эти планы меня нисколько не беспокоят. Такова природа людей, и эта природа вынуждает их устраивать свою жизнь определенным образом. Человек и сам часть природы, но приходит день, когда человек становится полностью беззащитным перед лицом природы. Она все у него отнимет, и в тот день ему не поможет ни индуистская философия, ни ислам, ни заветы сикхизма или христианства. Посмотрите, как беззащитные люди перед лицом стихийных бедствий, наводнений, землетрясений, извержений вулканов, засухи. И тогда каста и религия уже ничем не может помочь. Эпидемии уносят жизнь как индуса, так и мусульманина. Человек может проводить в жизнь свои лозунги только когда гнев природы утихает. Нам необходимо приподняться над национальными и кастовыми различиями и встать на путь гуманизма. И если бы человек так и поступал, он не становился бы жертвой стихийных бедствий. Но человек предпочитает идти по пути, который уже заранее проложила для него природа. Человек идет по заранее определенному пути, как бык на заклание. Сейчас редко происходит что-либо позитивное,
но зато мы повсюду можем наблюдать деструктивные изменения. Посмотрите на упадок литературы и эпистолярного жанра во всем мире. Создатели книг не считают нужным даже один раз подумать, прежде чем они что-либо напишут. А ведь в развитии каждой нации литература играет огромную роль. Ни один литератор, ни один журналист не осмеливается свободно выражать свои мысли, потому что они и сами не хотят быть свободными. Их мысли и убеждения полностью продажны, и они сами ждут, кто бы их купил. Что же будет со страной, чьи лучшие умы показывают себя с подобной стороны? Сказав все это, Сарвешварананда засмеялся так, что этот смех и сегодня заставляет дрожать мое тело. Он смотрел на небо, и небо стали прорезать сполохи огня, подобные молниям. Когда окружающая тьма озарилась этим светом, в его ореоле стала видна измученная фигура женщины. У нее на руках и ногах были тяжелые кандалы, лицо закрыто покрывалом. Многие старались отщипнуть от нее хоть кусочек, другие ждали в отдалении. А она не могла выразить свою боль и ничего не могла поделать. У нее не осталось сил для протеста. Но никто из людей не беспокоился об этой женщине, однако каждый хотел, чтобы она принадлежала ему. Когда обессиленная она упала, то придавила мужчину. Остальные тотчас же бросились к нему и начали его избивать. Никто не слушал его стонов и криков. Неожиданно покрывало соскользнуло с лица женщины, и Сарвешварананда тоже перестал смеяться. Потом он сказал: «Смотрите, что происходит. Считайте, что это была мать Индия или сама природа, от которой каждый хочет отщипнуть кусочек. И для этого они ее связали. Когда она оступилась и упала, подмяв под себя одну какую-то группу, то все бросились эту группу уничтожать. Но когда покрывало соскользнуло с ее лица, все испугались, подумав, что теперь она точно восстанет. И никто не знал, на кого обратится ее гнев. Люди заковали мать Индию в цепи. Все ссорятся между собой за право обладать ею. Кто-то пытается переманить ее на свою сторону хитростью и лестью. Но и в будущем все ополчатся против того, кто оступится и упадет, и если оступится сама обессиленная мать Индия. И каждый хочет проглотить ее в одиночку, ни с кем не делиться. Но когда покрывало соскальзывает с ее лица, все застывают в изумлении. В их глазах можно прочитать немой вопрос: что же будет дальше? Кого эта женщина захочет приблизить к себе, а кого оттолкнет?
И вот они стоят, охваченные страхом и надеждой. Люди не могут знать, что готовит для них будущее, могут лишь делать предположения, могут рассуждать и размышлять. Люди уже готовы сражаться за свои интересы. А результат этого противостояния – упадок или такое положение, когда людям во имя прогресса приходится превращаться в рабов. И Индия не одинока. Во всем мире происходят подобные процессы. Мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Индия уже давно готова к войне, потому что предпосылки к ней назрели. Межнациональная вражда раздувается общественными деятелями. Однако время еще не пришло. Будет так, как захочет природа, а человеку придется к ней прислушаться. Почему же мы позволяем, чтобы в обществе процветали антинациональные настроения? Позволяем, чтобы беспредел распространялся на все сферы нашей жизни, начиная от политики и заканчивая духовностью. Хотя рядовой гражданин нашей страны вовсе не преследует подобные цели, но он ничего не может поделать. Ведь ему приходится потом и кровью зарабатывать свой хлеб. И это относится ко всем сферам жизни. Даже если человек хочет жить честно и спокойно, ему это не дозволено. Люди и обстоятельства будут постоянно стремиться сломить его моральный дух. Но разве кто-то хочет страдать или умирать с голоду? Никто также не хочет видеть, как страдают его близкие люди. И человек вынужден идти по тому пути, к которому его принуждает общество. Но когда коррупция и сепаратизм достигают своей высшей точки, то государство оказывается на пороге революции. И об этом стоит задуматься. Поэтому необходимо задуматься о том, как можно провести реформы в системе государственного управления и в системе образования. Необходимо сделать так, чтобы дорога к успеху была открыта для всех слоев общества. С одной стороны, государство вроде бы хочет покончить с дискриминацией по кастовому признаку, а с другой – система брони в высших учебных заведениях и в системе управления для списочных каст и представителей различных религиозных групп сводит на нет все эти начинания. И проблема возникает не только с последователями различных религий. Теперь люди склонны причислять себя к ариям, не ариям. Не арии обвиняют ариев в том, что они когда-то их поработили. Если мы хотим спасти свою страну, то должны поддержать развитие интеллектуальной элиты вне зависимости от кастовой
и религиозной принадлежности. Должны поддерживать деятельность тех организаций, которые служат благу всей страны, а не одной конкретной группы. Посмотрите, что происходит сегодня. Люди запутались в вопросах большинства и меньшинства, высших и низших каст. И если мы действительно хотим спасти свою страну, то мы должны остановиться и ненадолго задуматься, куда идет наша страна. Кто ответственен за то, что она стоит на краю погибели? Нам придется раскаяться в предыдущих ошибках, и тогда мы сможем изменить существующую систему. Ведь необходимость в переменах давно назрела. Все хотят разделить нашу страну и урвать от нее кусочек. Кто-то хочет объявить ее индуистской страной, кто-то мусульманской, кто-то страной сикхов или дравидов. То штат Пурванчал стремится отделиться от страны, то Уттараханд. Кто-то мечтает о Бенгальской Индии. У всех свои собственные цели. Но никто не хочет, чтобы Индия оставалась просто Индией. Все хотят разделить ее на отдельные куски. Люди начинают принимать западную культуру, забывая о своей собственной культуре, о своем бесценном наследии. И все это – результат стремления к материальным ценностям, к обладанию богатством. Мы сами рубим сук, на котором сидим, собственными руками уничтожая национальную культуру. Мы забыли о духовности. Государство должно наконец-то задуматься над этим вопросом. И это нужно сделать сейчас, чтобы потом не пришлось раскаиваться. Необходимо задуматься о том, ради чего отдали свои жизни борцы за независимость. Национальное самоосознание. Пусть вначале будет наша Родина, а потом уже мы сами. Закон должен быть един для всех граждан. И если кто-то настаивает на определенных привилегиях, исходя из национальных, религиозных и кастовых интересов, то таким идеям должно быть место в прогрессивном обществе. Законы должны составляться таким образом, чтобы принимать во внимание интересы всего народа. И если вводятся какие-то ограничения, то они должны быть равно применимы ко всем штатам страны и ко всем ее конфессиям. Каждый, кто рождается, должен однажды умереть. И если вы хотите наконец-то ограничить рождаемость в нашей стране, то вы должны быть предельно внимательны. И если и ограничивать рождаемость, то в пределах всей страны, а не какой-то определенной группы людей. Закон должен быть един для всех. Конечно, недостаточно просто ограничить рождаемость. Необходимо приостановить процесс создания новой кармы. Но карма индийцев полностью соответствует карме их культуре
и цивилизации. Если живое существо родилось в Индии, то оно всегда будет связано с ней невидимыми нитями. На карму человека всегда влияет культура, в лоне которой он появился на свет, и принадлежность к определенной религии, и эпоха, в которую он жил. Все эти факторы определяют следующее воплощение. Человек – это живое существо, которое может улучшить свою карму. И если человек встает на духовный путь развития, и если совершает поступки, которые приводят к процветанию общества, и если он посвящает свою жизнь служению людям и поискам Бога, то в следующем рождении он воплотится в теле божества, то есть в теле Якши, Кинара, Гандхарва или одного из других божеств, которые могут материализовывать предметы и явления по собственной воле, перемещаться в пространстве по собственному усмотрению и обладают многими другими сверхъестественными способностями. Однако и божества не бессмертны. Когда они исчерпывают свой кармический банк заслуг, то их душа вновь притягивается к земле, и они воплощаются в теле человека. Они стремятся переродиться именно в том месте, где пребывали в предыдущем человеческом воплощении, потому что там они могут встретить те души, которые были связаны с ними в прошлом. Таким же образом, те люди, что совершали при жизни плохие поступки, в следующем воплощении рождаются в теле животного, птицы или насекомого. Животные уже не могут собственными поступками изменить свою карму. Они могут только пассивно ее прорабатывать. И через некоторое время, когда они полностью отработают негативную карму, то получат возможность вновь воплотиться в теле человека. И тогда они снова стараются появиться на свет именно в том месте, где жили раньше, там, где нарабатывали карму. И невозможно остановить душу, которая стремится к новому воплощению. В круговороте рождения и смерти поддерживается кармический баланс. Однако, если человек умер преждевременно, страшной и насильственной смертью, то его тонкое тело еще некоторое время бывает привязано к месту, где это произошло. Такие души мы называем призраками, привидениями, голодными духами, бхуты и преты. Они тоже не вечно пребывают в подобном состоянии. Когда срок их терзаний истекает, или когда они встречают какую-нибудь просветленную душу, которая их освобождает, они вновь воплощаются в человеческом теле. И этот порядок заведен от природы, нарушить его невозможно. И если человек и попытается нарушить его, то кроме поражения и убытка ничего не получит. Но если человек знает,
как выйти за пределы смерти, то ему не нужно будет стремиться к новому рождению. Поэтому я снова обращаюсь к своим соотечественникам и к отцам нации. Я призываю их задуматься над тем, что они делают, ведь завтра им придется умереть, а потом получить новое воплощение в соответствии со своими предыдущими заслугами. Наше будущее зависит от прошлого. Таковы законы этого мира. Ведь человек не создавал тех первичных элементов, из которых он состоит: воду, землю, огонь, воздух и небесное пространство, Акашу. Наоборот, он зависит от них. Если человек идет по пути духовности или по пути науки, становясь рабом чего-то одного в ущерб другому, то его мысли и убеждения нельзя назвать целостными, свободными и гармоничными. Человеку необходимо стремиться к тому, чтобы его мысли вышли за пределы этих двух категорий, чтобы они стали независимыми и беспристрастными. Если человек сможет прийти к тому, чтобы любить всех, и если весь мир станет ему домом, то тогда уже никто и не вспомнит о дискриминации по кастовому, религиозному или национальному признаку. Тогда все будут заботиться о благе собственного государства. Тогда не останется нужды в том, чтобы резервировать учебные места и чиновничьи посты для определенных групп граждан. Люди перестанут совершать преступления и самоубийства. Тогда люди будут любить друг друга и заботиться обо всех живых существах. Однако никто ничего не делает для того, чтобы приблизить это счастливое время. Все поступают так, как диктует им общество. Как же можно изменить существующую ситуацию, не предпринимая никаких конкретных шагов? Мы должны освободить человека от оков прошлого и помочь ему в строительстве новой жизни. Создание новой эпохи. Существует вечный огонь, который может в каждом человеке пробудить осознанность. Я же хочу привести человечество на тот путь, который будет для него благом, и поэтому все мои мысли сосредоточены на человеке. Сама по себе мантра Гаятри не имеет большого значения, но она может стать для людей источником вдохновения. Однако необходимо следить за тем, чтобы она не стала пережитком прошлого, частью реакционного подавления. Ведь человеческое поведение,
как правило, направлена на завоевание уважения, что не может длиться вечно. Мирская слава приходяща. Меня может понять тот, кто понял самого себя или попытался это сделать. Именно об этом нам говорят Гималаи. Ждать осталось недолго. Новое время уже на пороге, и об этом мы можем судить по множеству признаков. Человек уже почувствовал скорые перемены, и сердце его наполнилось страхом. Он уже занял свой ум поисками путей к спасению. Но ведь после периода прогресса неизбежно следует период разрушения и упадка. Однако будущее состояние мира можно охарактеризовать двумя знаками – минус и плюс. С одной стороны, это будет разрушение старых систем, а с другой – созидание нового мира. Где-то это будет знак плюс, минус, где-то минус, плюс, и в конце концов ситуация перейдет в состояние плюс-плюс. Когда пойдет первоначальная реакция, то люди восстанут друг против друга, а природа добавит им проблем. Постепенно ситуация будет улучшаться благодаря тому, что прорастут всходы нового мира, которые мы можем увидеть уже сейчас. Хотя вначале мы сможем наблюдать лишь торжество разрушительных сил. Но если минус и плюс вступят в непосредственное взаимодействие, то результат будет ужасен. Ведь, как известно, они нейтрализуют друг друга. Остается 0. Тогда на планете не останется живых существ, и она превратится в безжизненную пустыню. Если же силы добра будут преобладать, то отрицательная тенденция не сможет причинить большего вреда. Но и тогда весь мир в течение 16 лет будет переживать ужасные катаклизмы. Уже давно всему человечеству грозит гибель от ядерного оружия, не говоря уже о загрязнении окружающей среды. Просветленные мудрецы в некоторой степени очищают атмосферу своими мысленными вибрациями. Мировая интеллектуальная элита уже задумалась о тяжести существующего положения. Ведь мир может стать жертвой реакции плюса и минуса в одну секунду. Но все просветленные души прилагают усилия к тому, чтобы в результате столкновения этих математических знаков оставался какой-то остаток, чтобы в ответе не получился 0. Реки вытекают из Гималаев, это минус, но в них вливаются другие реки, это плюс. Потом вода испаряется, формируя муссонные тучи, и природа жестоко смеется над человеком, насылая на него наводнения. Это отрицательное явление, в котором редко бывают плюсы. Когда вода течет по каналам, то это плюс.
ручьи и мелкие речушки объединяются в крупные реки, а потом они впадают в море. Это великая форма слияния, большой плюс. Все это происходит в соответствии с законами природы. И то, что случится в будущем, тоже произойдет в соответствии с ними. И заря новой эры взойдет, когда изменится сознание людей. Все это мысли Сарвешварананды Джи, который является одним из великих просветленных Гималаев. Он знает все, что происходит в мире, все, что происходит в Индии, видит прошлое и будущее. Физическое тело Сарвешварананды Джи существует с глубокой древности. Ему сейчас 673 года. Он очень худой, так что сквозь кожу можно увидеть все его кости. Роста он довольно высокого и, как правило, ходит совсем без одежды, хотя раньше и носил ее. У него длинные волосы и сверкающие глаза. Чаще всего он живет в Гималаях. Летом он приходит в Тихри и Пиндаре, а зимой забирается еще выше в горы. Иногда он устанавливает свою жаровню и какое-то время живет в деревнях Паури и Девал. Приходит он и в деревню Кхати. Он очень любит огонь. И еще он часто говорит о таких великих мудрецах древности, как Маркандея и Вьяса. Иногда Сарвешварананда Джи приходит в мою хижину в Кхати и проводит в ней несколько месяцев. Например, он жил у меня в июне-июле 1977 года, а потом, когда я погрузился в состояние самадхи, заваленный снегом, то он оказал мне огромную помощь, охраняя мое физическое тело. Он также ходил вместе с нами к Бадринатху и Кедарнатху и помогал в проведении великой ягьи в Кхате. В организации этой ягьи мне помогли многие просветленные йоги Гималаев, такие как Горакшанатх Джи, Аватар Баба, Крипачарья Джи, Шанти Ма, Хари Баба, Сурья Сита Ма, Нага Баба и Сандгири Джи. Мать Джагадамба благословила эту ягью. И благодаря ее благословению мы смогли провести ягью в маленькой гималайской деревушке. Глава 12. Сарвешварананда Джи и Бирла Джи. Раньше Сарвешварананда Джи любил такие места, как Тапуван и ледник Сатапандх. Сейчас же он чаще всего пребывает в пещерах, размышляя о благе человечества. Он содействует миру по мере сил своими духовными вибрациями, стараясь помочь миру выйти из того кризиса, в котором он находится. Иногда под влиянием чувств
Он говорит долго и красноречиво, а иногда надолго замолкает. Он мечтает о том, чтобы в каждом обычном действии присутствовала духовность. Он хочет, чтобы люди черпали свое вдохновение у гор и рек, ведь нет ничего священней Гималаев. Сарвешварананда Джи в основном пребывает в Гималаях и никогда не спускается в долину. Он придерживается традиции Риши Маркандея. Он очень образованный человек. Все знание мира заключено внутри него. Он великий йог, мечтающий о преобразовании этого мира. Однажды Бирла-Джи встретился с ним, когда вся его семья совершала паломничество на Ганготре. Сарвешварананда Джи называет Кханшьямадаса Бирлу настоящим карма-йогином. Однако разве у этого великого бизнесмена и есть время остановиться и задуматься о своей истинной сущности? Закон природы таков, что после каждой темной ночи наступает рассвет. Каждый заход солнца напоминает нам о будущем рассвете. Сегодня мы фантазируем о том, каким будет завтрашний день, а на утро, после пробуждения, он уже становится нашей реальностью. С Бирлой-Джи все точно так и происходило, потому что время никого не ждет. И смерть тоже не будет выбирать удобный момент. Для нее нет разницы, день на дворе или ночь, находится ли человек в печали или радости. Сказав несколько слов об этом великом человеке нашего времени, о Гьяншьямидасе Бирле, Сарвешварананда Джи замолчал. Он сидел на берегу реки и бросал в нее мелкие камешки, а я внимательно за ним наблюдал. На поверхности воды возникали пузыри, а потом также исчезали в ней. Сарвешварананда Джи тоже смотрел на меня с вопросительным выражением лица, будто спрашивал: «Ну что, понял, в чем тут дело?» А мои глаза выражали совсем другой вопрос. Мне хотелось понять, что именно он имел в виду. Но оба мы молчали, а рядом с нами текла река, которая словно говорила: «Да какая разница, кто и что имеет в виду? Стремитесь вперед, как я, и не оглядывайтесь назад». Сколько камешков попадает в реку, но ей до этого нет никакого дела. Именно это и хотел сказать Бирле-Джи Сарвешварананда. Но у великого бизнесмена не было времени на то, чтобы его выслушать. Он хотел передать ему эти слова через меня, но у меня это тоже не вышло, потому что Гималаи не дали мне такой возможности. Однажды я оказался дома
у Гханшьяма Даса Бирлы. Темнело. Я как раз пришел туда от премьер-министра. Я передал свое молчаливое послание и ушел. Я специально пришел туда из Гималаев и вернулся обратно. Увидев меня, Сарвешварананда-джи засмеялся. И я на какое-то время погрузился в свои воспоминания, а Сарвешварананда-джи погрузил ладонь в воду и рассеянно брызгал ею в сторону, противоположную течению реки. И глядя на это, я наконец понял, что он хотел мне сказать тогда. Водный поток никогда не поворачивает назад. Даже если мы бросим воду в обратную сторону, она все равно сольется с основным потоком и потечет вперед. А человек постоянно оборачивается мыслями в прошлое. Сарвешварананда-джи – это человек свободных взглядов, который в своем мировоззрении соединяет идеи бхакти и йоги. Он считает, что намерение является основой творения. Поэтому намерение он считает основной созидательной силой. Когда человек овладевает силой намерения, то он автоматически перемещается на ступень выше по сравнению с другими людьми. Такой человек, вне зависимости от того, совершает он какие-то поступки или нет, освобождается от кармы. Я сейчас хочу донести до вас все те знания, что Сарвешварананда-джи получил от Гималаев. Не знаю, могу ли я выразить их именно так, как нужно. Сарвешварананда-джи скитается по деревням. Иногда он принимает в дар зерно и сам его готовит. Он с помощью гаятри мантры может зажечь воду. Он часто помогает мне в Гималаях и приглашает пожить у себя, если я намереваюсь провести здесь долгое время. В Дехрадуне и Химачал-Прадеше он повсеместно известен под именем Бабы Рамдаса. Он также иногда посещает Айодхью. Один раз он прожил несколько месяцев в храме Шивы в деревне Патвае, недалеко от Рампура. Сарвешварананда-джи очень любит мед и сахар. Он может совершать путешествия по небу в своем физическом теле. Иногда он растворяет тело в пространстве и становится невидимым, а потом вновь обнаруживает себя в каком-то другом месте. Его мысли – это негасимый огонь. Огонь – символ души. Цель человеческой жизни – найти собственную душу. И если человек этого достиг, то он может самым естественным образом повстречать Сарвешварананду-джи. Глава 13. Новая встреча через 16 лет. Жизнь идет вперед, а человек пытается за ней угнаться.
время никого не ждет. Были только она и я. Она создавала новую жизнь и уничтожала прошлое. Когда я встретил ее, то еще метался между прошлым и будущим. Когда бы я ни встречал ее на своем жизненном пути, она всегда поражала меня до глубины души, открывала для меня что-то новое и удивительное. Все мои философские взгляды проигрывали перед ее революционным мышлением. Тем более, что мои воззрения постоянно менялись. Сколько раз мне хотелось взбунтоваться и адекватно выразить свои мысли. Но прежде чем это происходило, она приходила ко мне с готовым решением. И я хотел убежать, но она не позволяла мне это сделать. Она постоянно повторяла: «Что ты ищешь? Ведь все, что ты ищешь, я сама создаю в реальности. И я притворяю твои мечты и идеи в реальность». И действительно происходило все то, что я хотел. Но после того, как каждое мое желание воплощалось в реальность, мое любопытство все больше возрастало. Удовлетворение одного желания приводило к появлению следующего. И этому не видно было конца. Был я и была она. Было взаимодействие между нами. Во мне было любопытство, в ней возможность удовлетворить его. Я был наполнен, и она тоже. Но я блуждал в своей наполненности, она же пребывала в ней, погруженная в сон. Я обращал свой взор в пустоту, она же наполняла меня своей полнотой. Она была спокойна, а я беспокоен. Именно я пробудил ее ото сна, и когда она пробудилась, то расцвела. Она была природой Пракрити, а я Пуруша. Она все делала для меня и с моей помощью, но не могла насладиться плодами своих поступков. У меня было все, но при этом я был пуст, а она была спокойна, как море, сияющей, как солнце. Она Майя, а я ее хозяин и муж. Она мир, а я хозяин мира. Мое сознание задавало ей направление созидательных действий. Она была впереди, а я позади нее. Случай свел нас вместе. Она говорила все, что угодно, а я молчал. Я хотел от нее убежать, но она мне не позволила. Куда бы я ни пришел, она уже заранее ждала меня там. Она была той, кто выполняет все потребности, исполняет все желания. Она говорила: «Ты, Пуруша, почему же ты убегаешь от меня? Я Пракрити и не могу существовать без тебя. Почему ты хочешь от меня убежать?
Беги лучше от самого себя. Я неподвижна, и куда бы ты ни пошел, тебе придется ко мне вернуться. Беги лучше от своих желаний, от своей неутолимой жажды, потому что только я могу ее удовлетворить. И я существую всегда, даже когда тебя нет, но без тебя я ничто. Я Йони, а ты Лингам. Я действие, а ты его причина. Разница между нами только в том, что я уже давно приподнялась над всем происходящим, а ты погружен в иллюзии. И я для тебя готова сделать все самые новые открытия. Все, что кажется, принадлежит мне, на самом деле принадлежит тебе. И когда ты это поймешь, то все это с легкостью получишь. Все это принадлежало тебе изначально. Человек бежит вперед, а природа дает ему отдохновение от трудов, направляет его путь, вдохновляет на подвиги. Она приветствует человека на каждом перекрестке его судьбы. Пуруша стремится вперед, а Пракрити созидает. Она порождает все многообразие вещей и форм для его удовольствия. Человек помогает в созидательном процессе, но проблема в том, что он запутался сам в себе. И человек задумывается о себе только тогда, когда устает от своих трудов или спотыкается и падает на своем пути. Время не стоит на месте, оно никого не ждет. Человек хочет остановить время и отдохнуть, но ему это не удается. Человек никак не может подчинить время своей власти. Прошлое не помогает ему, и будущее не вдохновляет, а настоящее словно погружено во мрак. Человек ощущает себя абсолютно беспомощным существом. В конце концов, человек так или иначе примиряется со своим настоящим, начинает строить планы на будущее, укрепляет основы, на которых зиждется его прошлое. Ведь ему нужно идти вперед, нужно жить. Во мне тоже скрыт такой человек, который постоянно что-то делает, хотя я остаюсь полностью пассивным. Мой внутренний человек передвигается в пространстве, ест, пьет, куда-то стремится, мечтает властвовать над временем, погружается в прошлое, что-то ищет в настоящем, мечтает о будущем. Но я ничего подобного не делаю, я просто наблюдаю за ним. Иногда я над ним смеюсь, иногда жалею его, ведь по существу он не свободен. Он сам уже давно запутался в жизни, и меня тоже хочет увлечь за собой.
И я путешествую как в проявленном мире, так и в мире непроявленного. А он все хочет прибрать к своим рукам. В то время как я хочу отпустить себя, раствориться. Он стремится поддерживать навязанные ему чувства. Я же стремлюсь жить в соответствии с законами природы. Хочу жить в спокойствии. Ведь время никого не слушает и всегда поступает неожиданно. Оно постоянно создает что-то новое, и человека привлекает эта новизна. Природа каждую секунду создает новый мир и разрушает старый. Человек же поступает в соответствии с ее законами. С одной стороны, он деградирует, а с другой развивается. Убивая прошлое, я создаю настоящее и будущее, и все поступают точно так же. Но на самом деле я не убиваю прошлое, не создаю настоящее и будущее. Я живу одновременно в 3 измерениях. Сегодня я такой же, как был вчера, и таким же останусь в будущем. Я человек, который объединил в себе двойственную природу Пуруши и Пракрити. Глава 14. Вместе духовных практик Маха-йоги Горакшанатха. Священная родина великого йога Бабы Горакшанатха – Горакхпур. Здесь он оставил след своей личности на всех камнях и деревьях, везде, где он только не находился. Он одержал победу над смертью. В этих местах есть храм, который господствует над окружающими его пустынными местами. Вокруг него растут деревья и лианы, наполняя жизнью эту безжизненную пустоту. По красоте и роскоши этот храм не уступит многим дворцам. Парк, расположенный вокруг храма, украшают современные фонтаны. Этот храм связан с историей Бабы Горакшанатха, является символом его величия. В этих местах повсюду чувствуется его влияние. Однажды я был в тех местах поздним вечером. Постепенно храм пустел, хотя все еще прогуливались какие-то люди. Зажглись электрические огни. Мы, 2 давних друзей, пришли во двор храма и тотчас же почувствовали, как изменилось наше умонастроение. Воспоминания о прошлом улетучились неизвестно куда. Я вообще пришел в это место под влиянием воспоминаний. Как много раз я видел это место, где Горакшанатх-джи предавался духовным практикам. Когда я еще был пилотом, эти места не были настолько обитаемыми и оживленными. Там еще не развивался шафранового цвета флаг.
Тогда здесь раздавался голос Дигвиджая Надхаджи, который призывал всех объединиться под знаменами индуизма. Все это осталось в прошлом. Остался лишь храм Горакшанатха. Каждый раз, когда я попадал сюда, то видел какие-то изменения. Тогда еще в те времена, когда я впервые посетил эти места, я не был знаком с Бабой Горакшанатхом. Но, конечно, он неотъемлемая часть моей жизни. И именно эти места связаны с воспоминаниями о нем. Однажды мне пришлось на своем крошечном самолете совершить вынужденную посадку в Горакхпуре. Изначально я направлялся в Непал, но неожиданно погода сильно испортилась. Наверное, сам Баба Горакшанатх подстроил эту ситуацию с погодой. Поэтому мне пришлось приземлиться в Горакхпуре. Как только это произошло, перед моим внутренним взором тотчас же возник образ храма. Прошлое настойчиво напоминало о себе. Я решил, что обязательно проведу ночь в красивейшем месте, во дворе храма, под сенью деревьев. Я уже принял саньясу и продвигался по пути, указанному Бабой. Теперь я уже был с ним знаком, провел в его обществе довольно много времени. Но после того, как я принял саньясу, мне еще ни разу не представлялся случай посетить этот храм. И вот вынужденная посадка привела меня в эти места. После многих лет я вновь встретил своего давнего друга Альфреда, который разыскал меня здесь. Альфред жил в Лондоне. В те времена, когда англичане еще правили Индией, он был единственным наследником в семье, приближенной к власти. Когда-то мы проводили время вместе на улочках Калькутты и в долинах Дарджилинга. Я же часто приземлялся в различных аэропортах Лондона. И вот я увидел его после долгого перерыва. Он постарел. Теперь он был владельцем целой авиалинии, и у него было несколько собственных самолетов. Кроме того, он стал последователем буддизма. Он мог говорить только на эту тему. Он и ко мне приехал для того, чтобы узнать больше о Будде и буддизме. Но как только меня увидел, захотел еще узнать и о йоге. В своих буддийских исследованиях он уже посетил такие страны, как Япония, Шри-Ланка, Индонезия, а в Индии побывал в разных местах, связанных с жизнью Будды, например, в Бодх-Гаю. А сейчас он вместе со мной собирался посетить буддийские места Непала и Гималаев. Но по чистой случайности мы оказались в городе Бабы Горакшанатха. Итак, совершив поездку в Горакхпуре, мы оба отправились в храм. Альфред уже слышал удивительные истории
об Бабе Горакшанатхе, об его практиках и аскезе. Поэтому, как только я о нем упомянул, он сразу же согласился остановиться в храме. При входе в храмовый комплекс мы застыли в изумлении. Казалось, что мы попали в роскошный дворец. Казалось, что даже само местоположение храма изменилось по сравнению с тем, что было раньше. В тот день нас никто не встречал, потому что прежний настоятель Дигвиджай Надх Джи покинул этот мир. О нем осталась только память, а на его место был избран настоятель Авидьянатх Джи, который продолжал воплощать в жизнь идеи Дигвиджай Надха. Мы проголодались и вдруг увидели стайку молодежи с едой в руках. Мы направились в ту сторону, откуда они пришли. Там мы увидели, как группа рабочих, студентов и отшельников поглощают кашу кичери. Мы тоже получили свою порцию каши на банановом листе. Она была такая вкусная, и мы постоянно подходили за добавкой. Тот, кто раскладывал кашу по тарелкам, смотрел на нас со всевозрастающим удивлением. Каша была совершенно обычной и даже суховатой. Никто ее особенно не ел. Однако та прекрасная пища, что мы ели раньше, вовсе не доставляла нам такого удовольствия. И после этого мы тоже не ели ничего вкуснее этой каши. Поев, мы наконец-то взяли свои вещи и вышли наружу. Так, прогуливаясь, мы дошли до пруда. И там мы увидели сына пандавов, Бхиму, погруженного в глубокий сон. Мы подошли к нему и расположились рядом с ним, под деревом. Мы расстелили на траве простынь и, увлеченные нашей беседой, полностью забыли об окружающем нас мире. Храм купался в лунном свете. Оранжевый флаг, установленный на шпиле храма, развивался на ветру и поневоле приковывал взгляд. Иногда крик сторожа пронизывал тишину ночи. Через некоторое время этот толстый сторож сел рядом с нами. Альфред забрался в свой спальный мешок, а я еще какое-то время наслаждался красотой мраморного храма при лунном свете. Потом сторож ушел, и я тоже заснул. Когда мы проснулись, было еще темно. Мы сходили в сад, совершили все необходимые утренние процедуры и отправились в храм поклониться изваянию великого йога Маха-йогешвара Горакшанатха. Рядом с библиотекой находится огромное манговое дерево. Место под ним очень красиво обустроено. Именно там мы встретились с настоятелем Авидьянатхом. В то время солнечные лучи уже проникали сквозь густую листву. Люди постоянно подходили и садились рядом с настоятелем. Он принял нас очень тепло. Поговорив с ним всего несколько минут,
нам начало казаться, что мы знаем его уже долгие годы. Он тоже сын Гималаев. Встретившись с ним, мы собирались сразу же отправиться в путешествие по Непалу. Но его доброта и гостеприимство остановили нас. Мы пошли в гостиницу для паломников. Путешествие в Непал. Итак, на несколько дней мы забыли о путешествии в Непал и стали отдыхать в храме. Мы беседовали о прежнем настоятеле Дигвиджае Надхи-Джи и его духовных подвигах. Мы также были совершенно покорены мягким обращением нового настоятеля. Этот человек стоит выше похвалы и порицания, выше человеческого эгоизма. Он сын гор, родившийся на берегу Ганги. Культура Пури и Гархвала повлияла на развитие его характера, и с самого детства он находился в среде святых и отшельников. Он всегда думает в масштабах всей страны. Он также воплотил в жизнь мечту Дигвиджая Надхаджи о прекрасном современном храме. Также сложно переоценить его вклад в дело образования в этом восточном штате. Успевая управлять храмом и заниматься мирскими делами, настоятель Авидьянатх Джи является настоящим йогом. Нам оставалось только удивляться его способностям и острому уму. Мы и не заметили, как в его обществе пролетели 3 дня. Потом мы отправились в Непал. Наш маленький самолет уже нас ждал. Он взмыл в небо, и мы полетели над долинами Гималаев. В Непале мы встретились с друзьями, которые раньше учились с нами, рядом с которыми прошло наше беззаботное детство, и юность вступила в свои права. Какие прекрасные были тогда мечты! Мы также отправились к буддийскому храму Сваямбхунатх. Там мы провели некоторое время в хижине отшельника Амритананды Джи. В ту ночь было полнолуние, праздник, который посвящен Будде, Будх-Пурнима. Весь храм был полон праздничной суеты, а в хижину отшельника пожаловал даже сам Раджа. Через некоторое время мы попали во власть воспоминаний, но потом мы встретили Сурью, и на несколько дней наша жизнь полностью изменилась. Какое-то время Альфред провел вместе со мной в Альморе, а потом отправился вместе со мной в Пиндаре. Когда я начал жить в своей пещере, Альфред вернулся к себе на родину. Через несколько лет я получил письмо от настоятеля Авидьянатха, который приглашал меня на празднование годовщины настоятеля Дигвиджая Надха. Я приехал в Горакхпур в храм. Там собралось огромное количество ученых, отшельников,
патриотов Индии. Мы почтили память ушедшего настоятеля. В огромном зале храмовой библиотеки люди внимательно и вдумчиво слушали о славных деяниях предков, о Пуранах, философии и йоге. В тот день проходил съезд йогов, и поэтому было достаточно много народа. Не всем хватило места. Был йог из Непала, Нархари Натх-Джи и йог из Ориссы, Шивнатх-йоги. Все делились собственными мыслями и идеями. Меня пригласили выступить на сцене, что я совершенно не люблю делать. Я не оратор. Я предупредил всех, что не умею говорить на публике. И я действительно сначала не проронил ни слова, выйдя на сцену. Потом я попал под власть обаятельнейшего человека Лал Сукхе. В присутствии этого человека невозможно молчать. Каждый, кто подходит к нему, обнимает его. И со мной произошло нечто похожее. Я сразу изменил свое решение не говорить со сцены. Профессор Парашурам Синха, который неустанно идет по пути йоги и пытается раскрыть ее тайны, бросил мне вызов, задав несколько каверзных вопросов. Зал потонул в аплодисментах, а потом наступила мертвая тишина. Настоятель Авидьянатх-Джи посмотрел в мою сторону. Лал Сукхе и Нархари Натх-Джи попросили меня ответить. Я еще ничего не сказал, а Нархари Натх-Джи уже начал говорить. Председатель собрания доктор Кунвар Радкумар не знал, что делать, потому что вопросы, заданные отшельникам, отличались дерзостью и были очень сложными. Но тут я начал говорить. Для объяснения своей позиции я попытался найти примеры из сферы естественных наук. Потому что задавший вопрос профессор был профессором математики. И я объяснил основные положения йоги в терминах математики. Потом я рассказал о тех великих отшельниках, что уже тысячи лет пребывают в гималайских пещерах в состояниях самадхи. Сначала любая новая идея требует доказательств, а потом люди уже настолько привыкают к ней, что свободно оперируют ею, утверждая, что так говорит наука. Многие люди никогда не изучали Веды или Упанишады, но на основе одних лишь слухов утверждают, что в Ведах именно так говорится. То же самое относится и к Бхагавад-гите, и к Упанишадам, и к Рамаяне. Часто бывает, что если человек не обладает достаточными познаниями, его так и тянет спорить. Эта привычка спорить особенно распространена среди интеллигенции. Вся их вера зиждется на знаниях, полученных из книг, но они мечтают подтвердить эти знания на практике. Им хочется, чтобы Бог соответствовал тому образу, который они уже создали в уме.
А когда этого не происходит, они сбиваются с пути. Ведь разрыв между теоретическими построениями и практикой огромен. По настоянию Парашурама Синхи мне пришлось несколько дней провести в Падрауне, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Там я перед огромным собранием, состоящим из студентов и преподавателей колледжа естественных наук и из простых граждан этого городка, был завален землей. Мое тело оставалось в пещере, а сам я плыл в потоке жизни. Природа была моим учителем, пещера была моим университетом. Святые отшельники были моими товарищами по учебе. Снова в Восточной Индии. Через 16 лет я вернулся в Восточную Индию, чтобы посеять здесь семена новой революции. Я сам сын этих мест, который затем ушел в Гималаи. Гималаи были моим домом, моим гуру, моим товарищем по учебе. Гималаи заботились обо всех моих потребностях. Поэтому мое прошлое в Восточной Индии стало для меня далеким воспоминанием. Я лишился своих старых связей и приобрел новые, познакомившись с отшельниками. С одной стороны, существует связь между людьми, а с другой – между человеком и природой. Хотя, казалось, я оставался тем же самым человеком, что и раньше, мое мышление полностью изменилось. Я перестал подчиняться законам общества и стал жить в соответствии с законами природы. Природа – это истина, а человек не вечен, и все в нем подвержено изменениям. Природа присутствует как в материи, так и в сознании. Человек всегда хочет только брать. Природа не только отнимает, но и постоянно что-то дает. Темп жизни постоянно убыстряется. Люди все время куда-то спешат. Но если разобраться, то они в каком-то смысле замерли в ожидании перед машинами и механизмами. Ум человека замирает перед властью машин. Теперь без помощи машин и механизмов человек ни на что не способен. И если техника выходит из строя, то в такой ситуации человек бессилен что-либо сделать. Именно по этой причине пышным цветом процветает безработица, беззаконие, анархия и насилие. Молодое поколение, будущее нашей нации, заблудилось в этом мире машин и механизмов, забыло о своем долге. Именно поэтому так широко распространена безработица, которая в свою очередь порождает насилие и преступления. Как отличается Индия моего прошлого от Индии сегодняшней? Система государственного управления подобна бумажному кораблику, а политики сами рубят сук, на котором сидят.
Состояние учебных заведений. Я остановился у профессора Парашурама Синхи и наблюдал за жизнью колледжа. Состояние этого колледжа можно было сравнить с положением молодой вдовы. Система прогнила, а руководство мечтало только о том, чтобы спасти свою шкуру. И такое состояние дел во всех учебных заведениях нашей страны. Им приходится плясать под дудку взорвавшихся политиков. И эти же политики сбили молодежь с пути. И сделать это нетрудно, пока их собственная дорога не определена. Неизвестно, во что хотят превратить политики нашу страну. Страну, в прежние времена прославленную своей духовностью. Куда ни посмотришь, мы видим только картины разрушения, забастовки, призывы закрыть фабрики и базары. Политики разрывают страну на куски из соображений своей личной выгоды, и религиозные деятели им в этом помогают. И я наблюдал за этим всевозрастающим беспокойством вокруг, за тем, как ситуация становится более и более взрывоопасной. Потом я создал мысленное намерение, направленное на формирование нового сознания, на революцию в умах. Революцию, чья цель – благо страны и всего человечества. Я мысленно призвал всех духовных людей с помощью своих мысленных вибраций, практик самадхи и ягьи изменить мышление людей, чтобы мы могли избавиться от загрязнения атмосферы, от беззакония и преступлений, чтобы мы могли указать молодежи путь к развитию, чтобы мы могли раскрыть их внутренний потенциал, познакомить их с их истинным «Я». Таким образом, разрушительные силы мы сможем поставить на служение созиданию. Таким было мое твердое намерение, выраженное в мысли, словах и делах. Поэтому я оставил горы и спустился в долину. Раньше я разорвал все связи с обществом, чтобы уйти жить в Гималае, а теперь, наоборот, спустился в долину. И я с одной стороны жил в обществе, а с другой находился как бы за его пределами. И я посвятил себя благу человечества. संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे।